купчиху и купца. Расскажем вам сказку новенькую, из диковинок диковинку. Как в лесу медведь бродил, на задание ходил. Грусть тоска его берет, слезы горькие он льет. Не желает злобным быть и в лесу людей ловить. Вот сидит он там в глуши, и поет он от души песенку печальную. Да чего ж отчаянно. Эх, раз, еще раз сказку мы начнем сейчас! Сижу в лесу густом, положение непросто, задана задача, от которой плачу. Задана задача, от которой плачу. Темный лес стал неровным, я по деревам один. Человека встречу, будто не замечу. Человека встречу, будто не замечу. Ох-ох-ох-ох-ох! Да чего же я давно людей не кушал? Да вот почитай, как на свет родился, так и не кушал, не пробовал. А сегодня Марья Ивановна задала мне задачу. Надо, говорит, человека на обед найти. Вот. Надо-то, надо, а не хочется. Ой, чего я этих людей все время жалею, не пойму. Эх, вот и сейчас нарочно подальше в лес забрался. Здесь уж точно ни одной живой души не встречу. Посижу, да и домой отправлюсь. Получится, и людей не трону, и Марью Ивановну не обману. Обманывать я тоже страсть как не люблю. Нет. Ой! Никак идет кто-то. Да не идет, крадется. Да не один, двое. Что же делать-то мне, а? Что? А вот что? Марья Ивановна только про одного человека говорила, а их двое. Спрячусь я. Вот так-то. Да. Ой, неуклюжая какая! Ой! Я застряла! Стой! Место тихое, уединенное. Нас никто не видит. Никто. Ну так давай, живей! Ты куда еще довези? Давай, Я вот быстрее, далеко быстрее. зашли, например, я не Да знаю. потише ты аккуратнее вези. Везешь как мешок с картошкой. А это ловец-то щель. Так везу. Да ты молчи, ты же знаешь, сколько разбойников-то развелось. Знаю. Ты молчи. Вот, место подходящее. Ехали. Отдыхай. Ой, наконец. А ты что разлеглась-то? Так сам же сказал, отдыхай. Отдыхай. А отдых это что? Что? Это смена занятий. Это как это? А вот так ты лезла, устала. Устала. А теперь давай отдыхай. Узурпатор-то какой, а! Где копать? Вот здесь вот давай. Да куда ж ты? Вшито, куда давай? Куда? Не канаву не построишь, ты вглубь давай. Да куда ж ты вглубь-то? Куда ж ты вглубь-то копаешь, не колодец не построишь? Вшить давай. Уходи. Все. Закрой глаза. Закрой глаза, отвернись.
Отглядывай. Отглядывайте. На меня смотри. Глаза закрой. Копай. Чё? Закапывай, говорю. И глаза закрой, на меня смотри. Вот, все. Ну, наконец. Ну, теперь хоть ночью спать можно спокойно. Да теперь можно спокойно из дому выйти. В гости куда-нибудь сходить. О, теперь же можно работника нанять. Не все ж мне спину-то гнуть. Какого еще такого работника? Работника? Работнику-то поди деньги надо платить. Ага. Вот если бы он бесплатно работал, а лучше бы сам мне платил. Вот было бы хорошо. Ох. Ну чего ты стоишь? Чего размешался? Чего? Бери тележку, пошли домой. Ой, послал же Бог мужеству пердяя, копейку жалеет, а жертву я же сейчас там опять застряну. Тише! Ох. А быстрее! Вот место тихое, уединенное. Тот человек ограбить одно удовольствие. Только кто сюда зайдет. А вот если бы зашел какой человек, то я бы ему сказал: стой, грабить буду! Стой, грабить буду! Надо же, какое эхо разговорчивое. А ну-ка. Стой! Грабить буду! Сам стой! Кажется, не эхо. Разбойник, я тебя граблю! Ворвался! Это я разбойник! Это я тебя граблю! Я тебя граблю! Дело на массиве те крутой разбойник. Знаешь, а ведь я не Рома. Слушай, поменьше языком болтай, а то получишь. А ты вообще замолкни. Раз-два украду, я себя не подведу. Грабить весело надо. Нож и пистолет, вот мой инструмент. Ведь разбой моя награда. Весело по лесу шастать и пугать дороги. Только еще карманы чистить. Как мы, никто так круто не живет. Конечно, Библия как не умеет быстро. Раз-два украду, я себя не подведу. Грабить весело надо. Нож и пистолет, вот мой инструмент. Ведь разбой моя награда. Раз-два украду, я себя не подведу. Грабить весело надо. Нож и пистолет, вот мой инструмент. Ведь разбой моя награда. Ой. Ой. А я у тебя 3 монеты украл. Ага, я у тебя тоже 3. А у тебя медные. И у тебя тоже медные.
Слушай, А? а давай вместе разбойничать начинаем. Давай. Есть у меня одна идея. Какая? Значит так, Как? стоит на окраине города дом. Дом! Ага, и живет в том доме купец, богатый. Богатый! Богатый. Золото, пуще жизни любит. Ишь ты, что говорят! Купец богатый! А он-то мне как раз и нужен. Надо подойти, узнать все поподробней. Здравствуйте вам! Кто идет? Отвечай! Это я идет. Да смотри, врать не вздумай. Да я знаешь какой. Я вот на тебя смотрю, а сам под тобой на 3 аршина в землю вижу, понял? Неужто прям на 3? Ты это! Дурачком ты не прикидывайся! А? Так я и не прикидываюсь. Я и есть дурачок. Зовут меня так. Иванушка Дурачок. Ну и фамилия. И что же это тебя, Иванушка, дурачок, в лес-то к нам принесло? А? С топором да лопатой, а? А это я вам, люди добрые. А вы не добрые! Хорошо. А это я вам, люди недобрые, сейчас расскажу с самого начала. Было нас у отца с матушкой 3 сына. 2 умных, а 3 вот я. Ну, братья-то мои старшие давно уже к делу пристроены, своими домами живут. А я, значит, с матушкой и батюшкой проживаю, хлеб их даром ем. Ну, терпели они меня, терпели, а потом разозлились и говорят, чтоб ноги колей больше здесь не было. А я думаю, как это так? Я буду, а ноги не будет. Ну, не выкидывать ее, ногу-то. Ну и пошел. С ногой вместе. А куда идти-то? У батюшки спрашивают. А он говорит, а иди ты, говорит, куда глаза глядят. Ну, собрался идти, а матушка мне и говорит. Ищи, говорит, купца богатого, работу у него проси. Меньше, чем за руб, не соглашайся. А батюшка, тот мне на радостях лопату подарил. Ваня! А, Иди-ка ты куда тебя батя послал. Слушай, а может не стоит его отпускать, а? Чует у меня сердце. Если мы всех дураков убивать станем, одни умные останутся, это нам не выгодно. Пошли! Ладно. странные какие люди. А этот говорит, на 3 аршина под тобой в земле вижу. Вот это зрение. А что он там увидел, интересно? Надо посмотреть. Наврал мужик, ни одного аршина не будет. Неудивительно, что он там ларец-то увидел. Тяжелый какой. Интересно, чем он набит? Целый ларец! Золото! Золотые монеты! А что ж с ним делать-то, а? Может, обратно закопать? А может, отдать кому? Знаю! Я его купцу отнесу. Мужик, ты говорил, купец богатый, золото пуще жизни любит. Я ему ларец отдам, а он меня за это на работу возьмет и руки в месяц платить будет. Точно, так и сделаем. Ой, столько идет. Ты кто такой? Я-то? Ну, только не говори, что ты человек. Вот. А что ж мне говорить? Ну, это... Ну, я не знаю, скажи, что козел. Козел? Ну, так у меня ни бороды, ни рогов нет.
скажи, что ворона. Ну какая же я ворона? Я летать не умею. А может, умею? Ну, так. Как ворона летает? Вот так. Так, сейчас попробуем. Не умею, точно не ворона. Ой-ой-ой-ой, пропал я. Ты куда ж ты пропал, когда вот он ты стоишь? Ты что, совсем дурачок, что ли? Ну, насчет совсем не знаю, а что дурачок, это точно. Это как понимать? Да зовут меня так. А? Прозвище такое. А? Иванушка дурачок. Вот как что не сделаю, все говорят, да чего ж ты у нас, Иванушка, дурачок? И когда ж ты, Иванушка, человеком станешь? Погоди-ка, как ты говоришь, когда человеком станет? Да не я говорю, про меня так говорят. А это хорошо, это замечательно, что про тебя так говорят. Спросит меня Марья Ивановна, ну что, встречал там человека? А я скажу, нет, Марья Ивановна, не встречал. Ну, одного дурачка встретил, да когда он еще человеком станет? Так что это, ты иди давай своей дорогой, но больше мне в моем лесу не попадайся. Второй раз я тебя не отпущу. Понял? Понял. Ну, прощай. Прощай. Тяжелый какой. К купцу пойду. Дом стоит. У него отличный вид. Кто ли то? Купец с купчихой. Костерят друг друга лихо. Ох и мается купец, все за деньги, за ларец. Плохо ест и плохо спит. Золото в глазах стоит. Ой. Сколько можно мне про это золото любить? Сколько буду я про это говорить? Ты шальдура, настоящий супердяй. Не говорите мне, уши не болтай. Деньги, Они сведут меня с ума. Зачем мне муж? Уж лучше бы я жила одна. деньги, ну как их можно не любить? Я не могу без них не спать, не есть, не пить. Прекращай, давай меня в конце концов пилить. Я вообще с тобой не собираюсь говорить. Говорите, эти четверочки для нас. Чтоб была мадам купчиха высший класс. Деньги, их если нет, тогда беда. Без них не будет счастья никогда. Деньги, ну как их можно не любить? Зачем, друзья, вот без денег не прожить? Ой. Как же там мой Ларчик-то в лесу поживает один-одинешенек? А что ему там в лесу-то сделается? Ой, да вроде бы ничего и не сделается, а все как-то неспокойно. Ой, это и неспокойный ты человек. Ну чего? Беда! Какая беда? Ограбили нас! Господи, чудо к человеку от жадности не примерещится. А ты посмотри, ты вон Да. туда посмотри. Куда? Вон, туда. Ларчик наш! Батюшки спят, и наш человек! Французским трудно сидеть, тяжелый дворец.
доработать начну, и тогда ты будешь бросать. Человеком хочу я хорошим стать, а для этого надо всем помогать. Заработать еще мне хотелось бы немного, и вдобавок тому, чтоб хозяин был не строгий, напоил ручейком, угостил меня в дороге. Здравствуйте вам! Да, здрасте, коль не шутишь. А купец богатый здесь проживает? Я говорю, купец богатый, не ты случаем будешь? Он у вас глухой или немой? Не знаю. У него-то день на день-то не приходится. Странно. А по приметам вроде все сходится. Окраина? Окраина. Окраина. Самый отшиб? Самый отшиб. Так люди говорят, здесь купец живет богатый, который золото пуще жизни любит. Не, никакой я не богатый. Бедный я. И золото. Пуще смерти не люблю. Ну тогда пойду я. Бедный-то мне ни к чему. Я и сам бедный. Мне богатый нужен. Да чтоб золото любил. Я ему золото подарю, а он меня на работу возьмет. И рубль в месяц платить будет. Пойду. Постой, ну куда ж ты такую тяжесть-то потащишь? Ты отдохни. Да и пошутил я. Золото я немножко люблю. Пускай у меня постоит. Я не возражаю. А работником меня возьмешь? Работником? Ой, ну бог с тобой. Возьму. Только рубль это дорого. Давай 80 копеек и по рукам. Давай 80 копеек по рукам. Нет, не могу. Мне матушка не велела. Она говорит, меньше рубля не соглашайся. Нет, пойду. Бог с тобой. Ладно, рубль так рубль. Я согласен. Проходи, работник. Вот это ты молодец. Ага. Ой, не ты давай это. Ходи, как человек. Это ты молодец. Это ты очень правильно сделал, что меня работником взял. А то бы где я еще другого купца-то искал? Погоди, Таратой, тебя как величать-то? Иванушка, дурачок. Вот слушай, Иванушка, дурачок, я тебя в работники нанял, Нанял, чтобы ты работал, работал. а ты все больше языком. Так это, работать это я мигом. Дом уберу, раз, огород скопаю, два. Молодец! А чем же я огород скопаю? Я ж лопату в лесу позабыл. Хозяин, отпусти меня на чуток. Я только в лес за лопатой сбегу и сейчас же обратно. Иди. Так это, я побежал? Давно пора. Ага. Я бегал туда-сюда, как я сказал. Что творится вокруг, не пойму никак. Говорят, я твой друг, а на деле враг. На работу почти я устроился, ребята, только вот позабыл я в лесу свою лопату, позабыл я в лесу драгоценную лопату. Ну что много украл-то? 2075. В том-то и дело, что все до копеечки принес. Или он и вправду
дурак. Какая-то тайна. Какая тайна? Какая? Если бы я знал, это была уже не тайна. Ты не задавай глупые вопросы, помоги лучше золото прятать. Давай. Ты за две ручки-то бери. За две ручки, говорю, бери. И вот туда неси. Знаешь что? Сам прячь! Да что такое? Золотишко мое, ты в надежных руках. Я запрячу тебя в своих сундуках. Я так люблю, я так люблю, я так люблю, я так люблю. И мечтаю, чтоб было много тебя. Да, мечтаю, чтоб было много тебя. Да, мечтаю, чтоб было много тебя. Золотом извел. Конец. День второй купец нудит. Он не ест и плохо спит. Грабят, кажется ему. Но ему лишь одному. Третий день купчиха зла, расхерит купца зла, что упрямо норовист, хоть и с виду не казит. День четвертый. Караул. На ларце купец уснул. Спать в кровати не желал. На ларце всю ночь проспал. Пятый день купец пропал. Весь народ его искал, а он в подполье на картошке вместе с золотом дремал. День шестой настала ночь, а купец он гонит прочь. Смотрит в темноту, не спит и про золото нудит. Что-то тут не так. Другой-то бы как сделал? Другой бы все себе забрал. И ничего бы не принес. А это что сделал? Это все сам до копеечки принес. Не иначе ограбить решил. Да зачем же ему сперва приносить, а потом грабить? Ты сам-то подумай. Да вот я и думаю, между прочим, ночи не сплю, а ничего придумать Ну не не могу. думай, тогда спи, баю. Не спи. Проживает в этом доме купец и купчиха. Золото держат в ларце. Валец держат в доме. Из дома они почти не уходят никогда. А если когда уходят, то ставни и двери на 7 замком забирают. А замки не наши, заморские. Да как же вы грабить-то будете? А есть один способ. Какой?
А способ называется подкоп. И сколько нам копать надо? А ты что думал, золото тебе само в карман прыгни, что ли, а? Не, без труда, как говорится, не вытянешь их. Рыбку из пруда. А рыбка-то у нас какая? Какая? Золотая! Золотая! Грабить пошли! Пошли! Мрачнее тучи. Утром злой проснулся он, поднял на ноги весь дом. Развопился, разорался, будто помирать собрался. Видно, стал не с той ноги, сумерещится враги. Господи! Да уж скорее бы ограбили! Ну так же жить, это же невозможно! Господи, боженька, ты ее не слушай! Это она с дуру, с перепугу ты чего не ляпнешь, а ты чего такой? Ты чего? Чего? Ты чего? Ты предпринимаешь что-нибудь? Я? Ты иди оборону займи! Ой, нет! Иванушка там, ну дурачок, полы моет. Иванушка? Полы моет? Ну я ему сейчас покажу! Полы он, Да. видишь ли, моет. Ты его в работники нанял? Нанял. Вот он и работает. Работает. Да. А чего шумит-то так? Ой, старается. Старается. Знаю, чего он старается. Честным показаться старается. Вот он чего старается. Не, ну так же жить невозможно. Ну нельзя же все время никому не верить. Нельзя. Но и верить всем подряд тоже нельзя. А поэтому должны мы с тобой Ивана проверить. Да как это проверить? А вот так, как будто мы с тобой в гости собрались. А, в гости мы посадили. Ну да, будто. А, Как будто мы с тобой в город поехали. в город поехали? Будто. А, будто. А сами. А сами на ярмарку. Сами. Тем временем в канаве за оградой сядем и будем Ивана караулить, пока грабить не начнем. Батюшки спят. В канаве? Да. Перестань ныть, не ной, иди лучше одевайся. Иван! Иван! Тут-то я, хозяин, тут-то. В том же и дело, что тут. Иди сюда. Стой. Слушай меня внимательно. Значит, понадобилось нам с супругой поехать в город. В город это хорошо. Ты меня не перебивай, ты слушай. Значит, говорю, понадобилось нам с супругой поехать в город. Мы поедем сейчас. А ты тем временем, значит, пол подмети. Потом помой его. Потом окна помой. Потом дров наруби. Потом баню истопи. Самовар вскипяти. И самое главное, дверь стереги, глаз с нее не спускай. Понял? Конечно, понял. Ну ты, дурачок, поймешь. Самое главное, дверь стереть. Только вот непонятно какую. Ну как непонятно какую? Входную, естественно, входную. А, Глаз с нее не спускай. теперь-то точно все понятно. Вот теперь. Мы ехали в маршрутке. Ну, как?
Вот это да! Вот это и богатые ж у тебя, хозяйка, наряды! Да. Никакие они не богатые, это так блеск один. А ты иди работай уже. Работай. Ну чего ты так вырядилась-то? Так сам же сказал, в город небось едем. Да в какой город? А, ну да, в город, мы едем в город. Все равно могла бы скромнее одеться. Господи, какая красота пропадает. И ничего не пропадает. Все в сундуках лежит, в нафталине. Ой. Ну и что, долго нам там сидеть-то в канале? Да недолго, пока грабить не начнем. Ну, батюшки света, может, он вовсе не начнет. Да начнет, что он, не человек, что ли? Чует он нас, что ли, что мы рядом? Да ничего не чует, говорю, потому что он просто честный. Честный, давно ты честных-то видела? Не помню, я последние лет 5, кроме тебя, никого не видела. Слушай, ну может правда, запрягли бы лошадок, сели бы в колясочку и тык-тык-тык-тык-тык. Какие лошадки, какие колясочки? Вот тоже, ну, дура. А, кстати, слушай, дура-то дура, я свою хитрость имею. Ты права, нам нужно запрячь лошадок, сесть в колясочку И город! не тыгыдым, а отъехать немножко, переждать, а потом нагрянем и Ивана сцапаем. Ну чего ты, пошли ехать. Куда? Пошли, говори, ехать. В город! Пошли ехать. Нет бездомный дом на вид, но и он не устоит. Опа, опа, супротив подкопа. Опа, опа, супротив подкопа. Опа, ты хороши, землерою отдыши. Опа, опа, все ради подкопа. Опа, опа, все ради подкопа. Опа. Ой, и долго нам еще копать? О, недолго. Земля тут хорошая. За неделю, думаю, управимся. Ой! Что? Спина! Ну ты и белоручка. Ой! Что? Нога? Ага. Ой, да послал Бог напарничка. Ой! Что, теперь рука? Нет! А кто сказал, что купец с купчихой из дому не уходит? Ну я. А это что? Это? А это они лошадь запрягают. А это они в тележку садятся. А вот это они... Поехали! Что-то здесь не так. Чует у меня сердце. Копали бы по твоей милости. Что я пошел? Куда? Грабить! Ну, подожди меня. Ну вот, в доме порядок, полы помыл, подмел. Да, так, дверь в сохранности, самое главное. Что там еще купец наказывал? Баньку истопить. Так, баньку истопить. А дров-то я не нарубил. Дров не нарубил, а трава без бани. Как я буду баню топить без дров? Где дров взять? Где? В лесу, правильно. А как же я в лес пойду, когда дверь стеречь приказано? Пешком, ответ я что одно оставлю пешком. Придумал! Я дверь
Так, а где лес-то? А, вот, так. Правильно. Пойду с дрова. Да добротная какая! Песенку еще поет! А медведица-то Миши говорит, ты песню слышишь? На охоту в лес иди, без еды не приходи. Я на две гляжу в упор, а за поясом топор. Да чего же, да чего же, да чего же я хитер? Да чего же, да чего же, да чего же я хитер? Вот вернется мой купец, скажет, Ваня молодец. Уж дымок идет из бани, дверь никто не уволок. Это значит, что Ваня, что Ваня, что Ваня, все же Ваня котелок. Где же у нас тут дрова-то? Ух ты! Теперь сама по лесу гуляет! Да не просто гуляет, песню поет, чего только не увидишь, а! Ну, хорошо, что еще зверь, а не человек, правда ли? Эй, слышь! А! Постой, что ли? Да я бы с удовольствием с тобой поговорил, мил человек. Да некогда мне! Да какой же я тебе, мил человек, а? А то, что такой? Ну ты... Ох, матушки, и вправду медведь. Ой, батюшки! Что ж тебя опять в лес-то понесло? Предупреждал же! Ух! Да я и рад бы не ходить. Так это, я устроился работником купцу богатому. Ну сам-то он в лес поехал, ой, в город поехал, а мне велел баньку истопить. Ну вот я по дрова-то в лес и пошел. Ясно. Ну а дверь-то зачем с собой тащишь? Да как же, он строго-настрого велел, дверь, говорит, стереги, глаз с нее не спускай. Ну вот и пришлось с собой захватить. Ой! Ой, ну какой же глупый, а! И как тебя такого скушать? Кушать? Меня нельзя кушать! Я еще не все хозяйские наказы выполнил. Ой, правда, дурачок дурачком! Ну что, отпустить тебя, что ли? Отпусти! Отпустить! Отпустить! А я не могу! Я слово дал! И не одно, а целых два. Одно Марье Ивановне, а второй тебе в прошлый раз. Так что пошли! Пошли! Только быстро! Ой, да теперь уж торопиться-то некуда. Ой-ой-ой, пойдем. Песню напеваем вместе, потому что мы совсем почти друзья. А товарищ друга в беде не бросит, даже если требует его семья. Если тучи налетели вдруг, и
на славу. Ну, спасибо вам, но я вообще-то сыт. Сыт? Зато мы голодные. Что такое? Ну, Постой. Ну, ты это, не спеши его есть, ладно? Ну, может, не будем совсем. Ну, правда. Он, уж на что я серьезный медведь, а он такой уморительный, что я чуть со смеху не лопнула. это ты-то серьезный. Ну да. Молчал бы уж лучше. Ну и чем же он тебя так рассмешил-то, а? Да ты посмотри, послушай. Эх, жалко, что я не медведь. А то бы у меня такие же были птички. Мохнатенькие. Ой, ну-ка, зубастый. Ну, Маша. Ну, правда, ну, давай не будем его есть, а? Он, хоть и человек, но такой безобидный, а? Безобидный? Ага, люди-то они знаешь какие, забыл, да? Вот чего они только не напридумали. И капканы эти, и облавы, эти медвежьи ямы. Эй, а ты уши развесил. Нет, ты меня не уговаривай даже. Я пошла на стол накрывать. Эх. Пошли! Проходит так. Что ж такое-то не получается? Так? С разгоном, так, А разбойники напасть, дом решили обокрасть. У купца богатства много, вот туда им и дорога. Крадучись они идут, не шумят и не поют. Вот бандиты не боятся, что в тюрьму их упекут. Тихо, тихо, тихо сказал! Подозрительная какая-то тишина. Бывает тишина. А бывает тишина. Вот и здесь. Только пока непонятно, что. А что не то, все то, дом как дом на месте стоит. Купец Купчиха уехали. Уехали! Оставни забыли закрыть. Это как это забыли? Это какой-нибудь дурак, у которого в кармане там в голове пусто забыть может. А купец-то человек вдумчивый. Умчивый. Да ладно, пошли играть. Подожди. Надо бы проверить. Если дверь снаружи заперта, Ага. значит уехали. Ага. А не заперта, значит не уехали. Ага. Давай, проверь. А почему я? Ну тебе же не терпится. Да, я пошел. Надо быстрее пойти, а? А вдруг все себе заберет, да? Караул! Караул! Караул? Ограбили! То есть как это ограбили? Купца ограбили! Дверь того! Петель снята! Нету! Так это получается, нас ограбили! Кто ограбил, признавайте! Да подождите! Не тут нас ограбили, а там! Мы не купца грабить собирались, а кто-то раньше нашего справился! Это что ты? Погоди! Погоди ты! Ты внутрь-то не заглядывал? Нет! Вот это вот плохо, что не заглядывал. Надо
ума спятили, что ли, а? Притворяются. Караул! Караул, Ограбили! ограбили. Тихо ты! Тихо! Никто тебя не ограбил, вот в чем весь фокус! Ты кто такой? Ты откуда знаешь? А мы-то разбойники, мы тебя и хотели ограбить. Тихо! Ты, дом, зайди и ее забери. А что, надо? Надо, надо! Давай, давай. Мы спросим, подходим такие, а? Смотрим. А ты-то того совсем с петель снята. Да-да. А что тут-то? Что там? Манисти! Наше золото! Да. А тут смотришь, ты захочешь, кричишь: караул, караул! Стало быть, и твоя это засада, а чья-то! Чья-то, чья-то! Иванушкина она, вот она чья! А какой не чья-то этот Иванушка? Белобрысый такой, конопатый! Да, Это ведь наш знакомый, которого мы, по твоей милости, живым отпустили! Капысно! Ладно, чего теперь кричать да беспокоиться? Теперь думать нужно. Какую такую хитрость этот Иванушка выдумать сподобился. Ты не говори! Да-да-да! Я Надо же! Слово-то не взял! Ответь! Вперед! Ой, не говори! Что делать-то? Ясное дело, что подвох. А вот какой подвох? Не ясно! А медведица хлопочет. Ваня скушать очень хочет. Ваня учить свою ждет, колыбельную Ты это... Ваня, ты не грусти, вот. Да как же мне не грустить, Михаил Потап, когда слово дал и не выполнил.
Так где тебе меня понять? Да как же не понять-то? Сам от этого страдаю. Да ну, Ну да. Сколько раз в Иване подумать обещал. Измениться. ну и... Ну и думать-то думаю, а измениться не могу. А ты знаешь что? Что? Ты изменись. Ха, изменись, говорит. Легко сказать, изменись. А ведь мне тогда, например, тебя здесь придется. Ух ты! То-то и оно. А ты знаешь что? Что? А ты съешь меня и не мучайся. Ну как это? Я своего слова не выполнил. Ну? Так хоть ты свое выполни. Нет. Мы сделаем по-другому. Как? Отправляйся-ка ты, Ваня, домой, восвояси. Вот так вот. А ты как же? А что я? Я здесь останусь. Да нет, так не годится. Не могу же тебя одного в беде оставить. Тебя самого Марья Ивановна съест. Ты не рассуждай тут. Мы с Марьей Ивановной как-нибудь разберемся по-семейному. А ты беги давай, у тебя дрова рублены? Не рубленый. О, банька топлена? Не топлено. А хозяин ждет? Ждет. Так что, беги давай. Спасибо тебе, Михаил Потапыч. Спасибо. Настоящий ты мужик. Спасибо. Скажешь тоже. Спасибо. Да уж, пожалуйста. А в доме с голодом купца. Здесь Ивана Молодца вместе извести хотят. Планы злобные творят. Мишка Ваню отпустил, тот громишек нарубил, мчится к дому во всю прыть. Надо шпайку протопить. Вот досада так досада, ведь предупредить же надо. Не успеем, не догнать. Дети будут помогать. Ваня как придет, кричите. И его предупредите, чтобы в дом не заходил и себе не навредил. Вы поможете? Да! Согласны? Да! Ну так здорово! Прекрасно! Плохо! Очень плохо! Это значит, так и не разгадали мы хитрость Иванушка. А это что значит? А это значит, что все мы у него на крючке! И когда ему только заблагорассудится, приведет он свою хитрость в исполнение и прихлопнет нас всех, как клопу! Надо этого Ивана отыскать! Да где уж отыскать? Упусти! Чует у меня сердце, и скоро мы его еще встретим. Ух ты! А тут не как гости. Да все знакомые. Знаете? А что вы все на меня так смотрите? Да что вы смотрите? Зачем он золото принес? Ты зачем золото принес? Так это, а как Ты же? спроси его, зачем он дверь принес? Ты зачем дверь унес, а? Так это, ой, Ой. а дверь-то я у медведя забыл. О, правильно!
мне Михаил Потапыч второй раз выручил. Меня, вот если бы ты не пришел, меня в хозяйские дружки утопили бы. Утопили? Кто из-за двери этой проклятой? Ну, не знаю. Это только у вас, у людей такое бывает. Чтоб из-за какой-то двери топить? Ну, не знаю. Нет, пойду-ка я лучше домой потороплюсь. Правильно. Еще медвежат донянчить. Правильно, Михаил Потапыч. А я пойду работу себе искать. Прощай. Стой! Работу говоришь? Да? А зачем это тебе работа? Ну У как? тебя вон сундук с золотом есть. Так это ж чужое. А чужое давно добра не принесет. А, ну да, ну да. Слушай, Михаил Потапыч, чего? А знаешь что? А забери ларец себе. Мне? Золото, да. Ларец Марье Ивановне подаришь, а золото медвежатам отдашь. Они в него играться будут. Оно, видишь, какое блестящее. Спасибо тебе, спасибо. Вот так мысль. Нет. Не могу я, Ваня, взять его. Не могу. Почему? Сам же говоришь. Чужое оно, чужое. Это тоже верно. Знаешь что, Михаил Потапыч? А мы на это золото построим детскую площадку на краю деревни рядом с лесом. И твои медвежатки будут играть, и наши ребятишки будут играть. Все вместе играть и будем. Ну, голова. Экий же ты все-таки, Иван, человек нечеловеческий. Так ведь ты, Миша, медведь неправильный. Есть такое дело. Спокойно. Ой, ты не бойся, Ваня! Ну не стану я тебя есть. Уж больно ты моим медвежаткам понравился. Капризничают, тебя видеть хотят. Гостя приглашаю. Обязательно приду. Вот так здорово-то! Так, Марья Ивановна? Иван? А? Ну, мы всей семьей теперь будем вегетарианцами и переходим на овощи и фрукты. Точно! Вот так вот будет. Вот это хорошо. Доброму добро, а злому неволя. А коли все хорошо, так чего же более? Вот история какая! Правда, видите, простая. Сказка ложь, но птица намек. Добрый молодцом урок.
20